разблокируется по маршруту А комбинат будаўнічых матэрыялаў на Азот. Усіх вітаю, шаноўнае спадарства, гэта падкаст «Утульны горад», а мяне завуць Даша, а да мяне завітала сёння спадарыня Наташа, каб паразмаўляць пра суседзяў, суседскія супольнасці і стасункі паміж суседзямі. Суседскія супольнасці мы з вамі ўжо абмяркоўвалі нават не адзін раз. Мы абмяркоўвалі і камунікацыю ў чаціках, і то, як увогуле фармуюцца гэтыя самыя супольнасці. Але цяпер я хацела менавіта паразмаўляць пра пытанне ўзаемаадносін, таму што, пражыўшы пэўны час у самых розных месцах і ў самых розных кватэрах, я зразумела для сябе, што апошнія 6 год я не ведаю ніводнага імя ніводнага майго суседа ці суседкі, і увогуле я іх, дай Бог, ведаю ў твар. І зараз я зразумела, што насамрэч ведаю Володьку. Гэта быў у мяне такі вясёлы алказалежны сусед Володька, які перыядычна падаў да мяне пад парог, як той азімы. І таму я пэўным чынам ведала яго імя, а пра ўсіх астатніх, на жаль, паняцця не маю, як звалі маіх суседзяў, некаторыя з іх былі даволі мілымі людзьмі. І таму я са спадарняй Наташай менавіта і хачу пагаварыць пра тое, як так здараецца, што некаторыя суседзі сябруюць паміж некаторымі суседзямі, адбываецца змаганне не на жыццё, а на смерць. Некаторыя суседзі аб'ядноўваюцца і штосьці робяць разам, ну а некаторыя робяць толькі адно аднаму усякія пакасці. Витанки. Я помогаю развиваться как раз-таки сообществам, разным сообществам, не только соседским. Это и активистские команды, и политические, в том числе, немножко команды. Мы говорим про развитие сообществ с точки зрения взаимоотношений людей в этих группах, да, вообще зачем объединяются люди между собой, какие ценности в основе этого объединения лежат, зачем, к какому будущему они стремятся, с помощью каких процессов можно улучшить это взаимодействие, ну и вот все вокруг этой темы. Вось глядзі, на прыкладзе суседзяў у нас ёсць сітуацыя, калі усе суседзі знаёмыя. Напрыклад, моя сяброўка жыве ў такім новым жытловым комплексе, і ў іх там ёсць агульны чацік, і яны ўсе адно аднаго ведаюць, і яны разам выгульваюць сабачак, і ўсё ў іх файна. А бывае, як у мяне, што я жыву не ў файным жытловым комплексе, ну проста ў нармальным доме я жыву, і я тут абсалютна не ведаю аніякіх суседзяў, і я больш з іх нават не бачыла ніколі. Як ты думаеш, ад чаго гэта залежыць увогуле? Ці мы знаёмыя і нават сяброем у некаторай ступені, ці проста адно аднаго не ведаем? Мне здаецца, что мы это, да, то есть на что ведать суседей. Обычно происходит как, по моему опыту, что обычно происходит знакомство в момент, когда нужно решить какую-то общую проблему. А до этого мы все живем как бы каждый своей жизнью, и, в общем-то, кроме соседа Васи, про которого ты рассказывала, чаще всего... Володька, сори. Чаще всего остальных мы и не ведаем, потому что нет цели такой. Мне кажется, в новых домах это происходит более естественным образом, потому что у них сразу создаются вот эти вот вайбер-чатики какие-то, да, и сразу происходит, наверное, на моменте там строительства дома уже какие-то общие проблемы, которые нужно решать. Там, не знаю, не вовремя сдали, где-то там не так починили. И, возможно, это немного другое поколение людей с точки зрения больше открытости к знакомствам, да, больше вот этого доверия к миру, друг к другу. То есть люди не ждут, что вокруг враги, а скорее больше нацелены на взаимодействие друг с другом. В старых домах, на самом деле, раньше соседи знали друг друга. Даже в Советском Союзе вот у них были традиции, когда там чаепитие или наоборот люди встречались, там провожали кого-то. То есть эта традиция была, но потом в 90-е вот эта сложная жизнь, атомизация общества, опять все ушли в свои как бы проблемы, и мы потеряли тему вот этой общинности. Но это все можно возрождать, с этим точно можно работать. Я считаю, что это нужно. 2020 год нам показал, опять же, то, что это очень актуальная тема, потому что на самом деле потребность в сопричастности, вот в этой социализации одна из базовых у каждого из нас. И вот эти вот соседские компании, соседские стосунки — это как бы самый простой способ вот этой социализации, кроме там школы, універсітэта і работы. Даволі файна мець людзей, з якімі можна словам перакінуцца, асабліва, ведаеш, у нашыя ковідныя часы мы ўсе пераканаліся, як яно цяжка сядзець у запярці адным і ні з кім не размаўляць. Мне падаецца, з суседзямі было б прасцей, калі б можна было хаця б праз леснічную клетку там штосьці перакінуцца словам. Я думаю яшчэ, што тут сапраўды адыгрывае ролю ці тыя людзі, якія зараз жывуць у гэтым доме,
ці яны пераехалі, вось як дом пабудавалі, як здалі ў эксплуатацыю, і яны ўсе адначасова пераехалі, і яны хочаш не хочаш мусілі неяк пазнаёміцца, таму што мы тут пераносім канапу, ой, а мы таксама пераносім канапу, хто ж першы будзе праносіць канапу праз дзверы ў пад'ездзе. Гэта мне падаецца, пры Савецкім Саюзе нават гэта і захоўваецца ў такіх старых дамах, ведаеш, калі усе адначасова пераехалі ў новую хрушчоўку, гэта былі больш-менш маладыя сем'і там з працоўных інтэрнатаў і камунальных кватэр, вось яны пераехалі са сваімі малымі дзецьмі, яны ўсе плюс-мінус аднаго ўзросту, адной сацыяльнай страты больш-менш, і вось ім ёсць пра што пагаварыць. І з гэтымі новымі жытловымі комплексамі таксама нешта падобнае вось за кошт таго, што існуюць там вайберы, тэлеграмы. Дарэчы, калі наша гэтая гіпотэза спраўдзіцца, то такім чынам, калі дом здадзены ў эксплуатацыю там у 2010 годзе, то там людзі яшчэ не мусяць мець такіх крэпкіх стасункаў, як у дамах, якія здадзены ў эксплуатацыю ў 2015, таму што вось у гэты прамежак часу з'явіліся гэтыя ўсе вайберы, тэлеграмы, ўсё астатняе. Это цікава. Я вспомнила свой опыт. На самом деле, я жила в Боровлянах, и в 2013 году вот у нас как раз была новостройка сдалась, и мы туда заселились. Но там был как бы не такой большой комплекс, там был один-единственный дом. Хотя у нас не было общего чата, но за счет того, что мы были примерно одного возраста, очень много людей, да, и за счет того, что мы часто встречались на детских площадках, смысл в том, что, например, у меня в коридоре было 3 квартиры, мы разнакомились с ребятами, и с 13 по 18-19 год, пока мы не разъехались, у нас все праздники, детские дни рождения, Новый год, мы все встречали вместе, плюс еще пару этажей соседей мы подключили, и вот у нас каким-то таким естественным образом сформировалась такая тусовка. То есть на теме просто чаепитий и какого-то открытого отношения друг к другу мы как бы так вот заобщались, разнакомились, и у нас такая маленькая община организовалась на фоне этого дома. Поэтому тут по-разному. Мне кажется, что когда, например, большие комплексы жилые, то там сложнее знакомиться, потому что все-таки больше людей, они все как бы разные, все заняты своими делами. Но когда есть общественное пространство, когда есть места, где люди могут встречаться и разговаривать друг с другом, это, конечно, очень хорошо влияет на создание вот таких добрососедских сообществ. Вот пример Новой Боровой, в принципе, он говорит о том, да, что когда у них есть площадь, когда периодически проходят какие-то мероприятия, где мы можем в безопасной среде знакомиться, посмотреть, а кто рядом, а этого человека я видела у себя на площадке. Ну и таким образом, да, формировать вот эти вот отношения друг с другом. До речі, ти зауважала, що люди, у яких є собаки, яны, звичайно, мають нашмат больш сацыяльных сувязяў сярод суседзяў. Я так разумею, што просто сабачкі падышлі адно аднаго панюхалі, ну і людзі таксама ўжо пачынаюць неяк камунікаваць. Так, то же самое, детские площадки — это прям такой клей для знакомства между родителями, ну и детьми в том числе. Опять же, вот мой опыт жизни вот в Боровлянах, мы когда познакомились, то потом по факту у нас дети одного возраста были или примерно одного. Можно было их в одну квартиру спрятать и заниматься своими делишками, да, то есть такие условно-бесплатные няни, но на самом деле мы так друг друга выручали, и было очень хорошее общение друг с другом. И детям было прикольно, потому что у них все время была тусовка. Зноў жа па-рознаму бывае, што ваша сабака нікому не падабаецца, і ваш дзіцёнак таксама, і вы становіцеся выключанымі з гэтай тусоўкі. Глядзі, я хацела яшчэ пагаварыць пра гістарычную перспектыву, таму што я разумею, што калі большасць насельніцтва яшчэ жыла ў вёсках, а не ў гарадах, там проста ўсе аднаго ведалі, і больш за тое, ваше асабістае жыццё было заўсёды часткай агульнага жыцця грамадства, і ўсе адно за адным пільна сачылі. У які момант гэта змяняецца? Калі людзі больш камунікуюць адно з адным, калі суседзі менш камунікуюць адно з адным? Вось у мяне такое пытанне. Мне кажется, это все в зависимости от того, какие цели появляются, да, то есть когда люди переезжают, грубо говоря, из деревни в город, то у них появляются какие-то свои процессы, какие-то свои задачи, и нет времени на то, чтобы взаимодействовать друг с другом. Мне кажется, тут можно провести даже параллель вот с тем, как мы эмигрируем, и тема с диаспорами, да, то есть почему активисты, которые уезжают, то есть вроде бы в Беларуси они были включены в движуху, много всего делали, туда не выехали, и вдруг пропадают с радаров, ну, чаще всего на какой-то период, потому что есть очень много бытовых вопросов, которые нужно решать. Мне кажется, та же тема с вот соседскими сообществами, когда люди из деревни едут в город, очень много своих вопросиков, и не к кому обратиться к таким же, как ты. Другой вопрос, когда мы уже живем,
мы уже порешали какие-то базовые свои задачи, и возникает какая-то потребность, ну, опять же, вот в этой социализации, да, ты уже больше открытый, ты уже хочешь как-то общаться с людьми, или появляется какая-то общая проблема, и это чаще всего там застройка, например, да, то есть, ой, в нашем дворе собираются что-то построить, или наоборот, капитальный ремонт двора, мы об этом узнаем только когда к нам приехал экскаватор, и мы такие, ой. И тогда люди начинают объединяться под то, чтобы решить вот эту проблему. Конечно, не всегда эти сообщества потом живут, но как база, с которой можно и нужно, на мой взгляд, работать, это точно вот такая форма объединения людей, она классная. Потому что появляется общий опыт, можно понять, кто про какие ценности, можно понять, с кем как бы легче договариваться, с кем сложнее, но договариваться точно нужно, потому что рядом живем. Без этого никак. Я могу, прыклад, прывесці такую сітуацыю, калі агульная праблема ёсць, а аб'яднання няма. І ў Гродні, і ў любым іншым амаль горадзе ёсць такія дамы, напрыклад, канца 19-го, пачатку 20-го стагоддзя, там на фасадзе вісіць гэтая шыльдачка гісторыка-культурная каштоўнасць, але даволі часта, калі дзяржава ці горад не мае дастаткова сродкаў ці не мае дастатковай увагі да гэтых будынкаў, яны паціху разбураюцца, іх трэба рэканструяваць, але няма грошай на тое, каб рэканструяваць. Там 6 кватэр на гэты дом, зразумела, што не могуць проста суседзі скінуцца і адрэстаўраваць гэта ўсё за свае грошы. І вось нейкім чынам яно так існуе. Але ў пэўны момант там надыходзяць такія праблемы, якія ўжо немагчыма адкладаць. Там з катэгорыі зусім рассыпаўся фасад, працекла труба, штосьці яшчэ. І вось у мяне добрыя знаёмыя жылі якраз у такім доме. І там была праблема, што з гэтых 6 кватэр, усе людзі былі абсалютна розныя. Гэта яшчэ праблема старых дамоў, што людзі туды заязджалі ў зусім розныя перыяды часу, гэта абсалютна розныя людзі. То бок там будзе жыць якая-небудзь сталая, вельмі інтэлігентная жанчына, алказалежны Володька, якому гэтая кватэра дасталася ў спадчыну. Там будуць жыць нейкія маладыя хіпстары, якія здымаюць гэтую кватэру, таму што яна без ремонта і танная. Там будзе жыць якая-небудзь сям'я з вялікай колькасцю дзяцей, таму што там вялікая кватэра таксама ад кагосьці дасталася ў спадчыну, нам трэба было, каб было 5 пакояў. Штосьці вось такое там будзе. І як усім гэтым людзям аб'яднацца, зусім незразумела. І так яны і не аб'ядноўваліся, і скончылася справа тым, што мае знаёмыя проста з'ехалі ў іншы дом, а той дом на Міхася Васілька, як зараз памятаю, ён так і стаіць без пэўнага ремонту и с пэўными проблемами. Я тут слышу две части. Я воспринимаю такие истории и такие ситуации, когда вот очень разные люди живут в одном месте, и им нужно что-то вместе решить, на самом деле, как модель нашего государства. То есть это про разнообразие нашего общества, но нет неправильных людей, да, то есть у нас есть один человек, который говорит, у нас неправильный народ. Нет, так не бывает. То есть мы все живем на одной территории, мы вынуждены нам договориться. Да, это очень сложно. Один из кусков деятельности, которой я занимаюсь, как раз-таки обучение людей, которые могут на себя взять такую небольшую ответственность, да, обучение людей городской модерации. То есть есть методы, с помощью которых в одном пространстве вот такие вот очень разные люди могут договориться. Это сложно, это очень долго, но учиться этому, организовывать, фасилитировать такие вот встречи, да, организовывать такие обсуждения, когда может высказаться и такая бабуська, которая там будет кричать, и мамы, которым нужны, там, не знаю, детские площадки и ничего другого. Есть методы, с помощью которых мы можем организовывать обсуждения, с помощью которых мы можем договариваться. Мне кажется, сейчас на самом деле вот идеальное время для этого учиться договариваться такими маленькими компаниями, да, когда 6 квартир — это прям очень классная штука, потому что когда их 50, это намного сложнее. И тренировать вот эти вот навыки организации вот этих вот договоренностей, это очень хорошо и очень нужно. Кроме 6 квартир нам нужно будет договариваться еще со сполкомом, который нам не нравится, там, с милицией, с бизнесом и так далее. Вопрос, когда это, ты говоришь, там, типа, общая проблема, и этот дом с исторической каштовностью, да. Тут вопрос, для какого количества людей это проблема. И тут я слышу как бы тему адвокатирования, это скорее про то, что, окей, даже для этих 6 квартир только для одной это может являться на самом деле ценностью и проблемой. Для всех остальных это типа, а что такого? С этим тоже можно работать, с этим нужно просто, наверное, разговаривать, типа, зачем нам сохранять эту историческую память. Тут мы можем говорить про нашу идентичность, про локальную идентичность, про национальную идентичность. То есть тут на самом деле очень большие такие пласты, и, наверное, это тема для работы
активистов, я думаю, то есть специальных этих наших общественных организаций, которые занимаются этой темой, которым болит. И опять же, через адвокатирование, может быть, через какие-то онлайн-сообщества они могут собирать вот эти вот группы, команды, которые будут защищать такие будинки, такие дома. А вопрос денег — это вообще третья тема. Это вопрос, за что мы платим наши как-то коммунальные отчисления, куда они идут, каким образом формируется бюджет, каким образом расходуются эти деньги. Да, и тут мы опять скатываемся в тему, ну, для меня, по крайней мере, децентрализации, местного самоуправления, местных бюджетов, контроля граждан над тем, куда расходуются их средства. Для меня, например, эта тема вся вскрылась, в 2020 году. То есть до этого я тоже не сильно интересовалась политическими процессами и гражданским участием, то есть что-то параллельно происходит. В 2020 я сюда погрузилась, и я понимаю, что мне это скучно. Но, если я не буду этим интересоваться, то все будет продолжаться так же, как оно есть. Да, точно так же этот дом будет разрушаться, в котором я живу. Получается, что такая история «моя хата с краю», вот я живу в квартирке, и дальше меня ничего не интересует. В 2020 году я переехала из своих Боровлян на Золотую Горку в Минск, и у меня это был осознанный выбор. Я хотела просто жить поближе к центру, чтобы больше было в зоне пешеходной доступности каких-то объектов инфраструктуры. Суть в том, что я переехала в Хрущевку. Делала там полностью ремонт в ней, в этой квартире, то есть мне очень нравится район, мне очень нравится моя квартира прекрасная, и меня бесил подъезд. И, собственно, на самом деле вот это меня сподвигло и помогло включиться вот в эту движуху в 2020 году, потому что у меня уже потребность моей квартиры была закрыта, да, то есть я понимала, что, если я могу сделать внутри свой дом таким классным и уютным для себя, удобным, то я хочу это ощущение расширять. То есть я хочу точно так же заходить в красивый подъезд, в котором мне будет комфортно и уютно. Я хочу, чтобы возле дома у меня была площадка, на которой моя дочка сможет найти себе занятия, поиграть, где я смогу сесть поработать, да, то есть какое-то такое общественное пространство, где я смогу с соседями поболтать. Таким вот образом я поняла, что, если я могу в рамках своей жизни, то я могу это расширять немножко на другие какие-то сферы. Таким образом, мы стали создавать наши дворовые чатики, общаться, знакомиться с соседями, устраивать вот эти чаепития, и даже в таком вроде бы старом доме у меня были контакты с какими-то соседками, с соседями, мы общались, мы вместе обсуждали. Конечно, мы в большей степени объединялись молодежью, потому что было больше где-то общих тем, пока у нас на тот момент не столкнулись с какими-то общими проблемами, потому что не было необходимости с широким колом знакомиться. Но как такие первые шаги, это было очень клево. И мы на самом деле до сих пор поддерживаем связь с моими соседями. И вот даже сейчас я в эмиграции, но для того, чтобы посмотреть, что у меня в квартире происходит, или перебрать какие-то вещи, у меня ходят мои соседки. То есть это такие очень теплые, хорошие связи, взаимосвязи, да. Вось ты сказала пра рэчы, а я подумала, што, напэўна, вельмі паказальна, дзе ў цябе ляжаць запасныя ключы. Калі яны у сяброўкі, якая жыве на другім канцы горада, гэта адзін расклад, а калі ў цябе запасныя ключы ў тваёй суседкі, у суседняй кватэры, гэта іншы расклад, і гэта, мне падаецца, характарызуе ваш давер і вашыя цёплыя ўзаемаадносіны. Ну і ўвогуле файна, што, не ведаю, згубіла ключы, прыйшла дамоў, ключоў няма. Файна ж, калі можна да суседкі зайсці, яна яшчэ скажа: ой, ты горушка, давай я тебе гарбаты налью чым. Ехаць потым увечары, ноччу да той сяброўкі наспіць ужо, каб яна шукала зараз твои запасныя ключы. Навошта гэта трэба? Все так, у нас были такие примеры. У меня так ребенок домой возвращалась, забывала ключи и шла в соседнюю квартиру и ждала там, возвращения, или наоборот брала ключи, открывала. И при этом, ты знаешь, из моих соседей, из моего опыта, с одной стороны, вроде бы я больше общаюсь с людьми, которые, не знаю, условно читают те же книжки, что я, но при этом эти люди могут общаться с моим соседом. У меня его зовут Вова, которым не очень хочется мне лично общаться, но есть другие люди, которые могут настроить коммуникацию с разными людьми и где-то какие-то вопросы тоже вместе решать. Убраться в подъезде, потому что кто-то намусорил из нас, то есть можно об этом договориться. И пойти погрозить пальчиком, сказать: Вова, давай-ка иди за собой, собирай все. Я у тебя яшчэ хацела запытаць пра медыяцыю. Калі ў нас ёсць маладыя хіпстары, ёсць маці з 3 дзецьмі, ёсць алказалежны сусед Володька і ёсць жанчына, якой 80 год, і яна прафесарка музыкі ў мінулым, і ёй нічога ўвогуле не трэба, яна ў сваім свеце недзе бліжэй да Моцарта, чым да нас. І яшчэ 2 кватэры, якія я не прыдумала, напэўна, там ніхто не жыве, яны стаяць пустыя. Вось ёсць у нас такія ўсе сацыяльныя групкі. Што зрабіць, каб яны ўсе дамовіліся наконт той трубы, якая працякае, ці наконт таго фасаду, з якім ужо трэба штосьці рабіць? Что б ты рабіла ў такой ситуации? Сначала сходить познакомиться, понять, чем они вообще живут, что у них болит. То есть это такая тема туда больше в ценности. Я сейчас фантазирую, потому что я сейчас не уверена, что, насколько это возможно вообще в текущих условиях в Беларуси, потому что на самом деле это страшно. Я помню по себе,
это очень как бы сложный момент пойти к незнакомым людям, начать о чем-то разговаривать, особенно когда это нужно решать какие-то проблемы такие, да, и поэтому сейчас фантазирую из большего. Сходить познакомиться, поговорить вообще на тему типа, вы видели, там вот у нас труба течет, а что вы по этому поводу думаете? На самом деле беспокоит их это или не беспокоит? Чаще всего, мне кажется, мы поймем то, что их беспокоит, может быть, не только труба, а много-много всего еще. Может быть, просто люди не всегда понимают, в чем причины и следствия, да, того, что происходит, и кто за что ответственный, и кто что должен делать. И вообще не всегда мы знаем, а что нам делать, да? То есть я хожу, может быть, мимо этой трубы, да, она меня беспокоит, но я даже не понимаю, куда мне постучаться с тем, чтобы это порешали. Плюс, если мы понимаем, что нас беспокоит, меня беспокоит эта труба, я, наверное, дальше пойду изучать, а куда мне нужно обратиться, чтобы эту трубу починили. Самый простой способ: приду на Минскую урбанистическую платформу за консультацией, расскажите мне, в какое одно окно постучаться и как сформулировать запрос. Когда я разберусь с этими механизмами, то пойду уже еще раз к этим соседям, может быть, предложу какое-то общее, там, не знаю, встречу, чаепитие, а давайте встретимся, а давайте поговорим на эту тему. А вот смотрите, я уже узнала, для того, чтобы решить эту проблему, нам нужно это. Что вы по этому поводу думаете? Вот. Тут, конечно, важно готовиться к такой встрече, понимать, что мы в результате этой встречи хотим сами, то есть какой результат мы хотим достичь, модерировать ее, то есть чтобы это не превращалось в балаган, то есть очень важно держать рамку, там вот этот вопрос, который мы задали, чтобы обсуждение вокруг этого вопроса и строилось. То есть вовремя останавливать кого-то. Опять же, если мы уже знаем примерно, кто чем дышит, мы можем понимать, на каком этапе кого как легче остановить. Вот. Или на какую там точку надавить, что, ой, Марья Ивановна, давайте мы про это попозже поговорим, потому что. Мне вельмі падабаецца твой падыход пра каштоўнасці, але, ведаеш, ад часу да часу бывае так, што мне падаецца, у людзей увогуле няма ніякіх каштоўнасцяў, яны такія: труба, якая труба? Подъезде, в яким подъезде. Такое же так само бывает. Такое бывает. Это нормалево. Если брать слепок с нашего общества, да, это нормально. То есть всегда есть какая-то группа активистов, всегда есть люди, которые больше, такие участники, которые тоже поддерживают этих активистов. И есть вот это вот, грубо говоря, в сообществах, это мы называем прихильники. Это скорее такие люди, которые создают климат вокруг, да, то есть они вроде бы могут влиять на это, но скорее такие в параллельном мире живущие. Это нормально. Не надо заставлять этих людей к чему-то, не надо себя тешить надеждами, что все сейчас вовлекутся, возьмут, там, не знаю, в руки лист с подписями и пойдут их собирать. Но тут можно и важно спросить, а на что ты готов? Вот смотри, нас все равно волнует, вот мы все равно тут живем. Что ты можешь все-таки сделать? Может быть, ты сможешь поставить хотя бы подпись? Или там, не знаю, может быть, ты сможешь позвонить нам, когда к нам приедут пилить дерево возле дома? Или еще что-то. То есть как бы очень какое-то минимальное действие, которое человеку посильно, на которое он согласится сам. А лучше, чтобы он сам его и сформулировал, потому что это про участие, про вовлеченность. Если ничего, значит ничего, типа все окей. Давай там, не знаю, раз на Новый год встречаться, пить чай вместе. Типа ты нам важен все равно. Я понимаю, что это, да, это такая, скорее, фантастическая история, для этого нужно много энергии, много ресурса. Я б яшчэ прывяла прыклад людзей, якім звычайна нічога не трэба, гэта людзі, якія арендуюць кватэру. Па-рознаму бывае, насамрэч. Напрыклад, я 2 гады пражыла ў здымнай кватэры, і в мяне заўсёды была думка пра тое, што можа быць набыць сюды якія шторы, я з'еду праз пэўны час. І ўвогуле так я пражыла 2 гады, не маючы тыя шторы. Нічога, неяк выжыла. А калі прыехала на новую кватэру, першае, што я зрабіла, гэта замовіла шторы. Вось такі парадокс. У мяне ў пад'ездзе, я ведаю, рэгулярна прыбірае прыбіральшчыца. Я яе некалькі разоў бачыла, я з ёй віталася. У мяне ў падвале раскладзеная атрута на пацукоў. Хтосьці ж яе расклаў, хтосьці ж выклікаў тую прыбіральшчыцу, нейкім чынам усё гэта аплочваецца. У мяне пакошаная трава, нейкім чынам гэта таксама аплочваецца. За камуналку плачу не я, плаціць моя гаспадыня, якая мне просто піша суму, я такая, ўсё пералічыла. Мне, можа, і цікава, што тут увогуле адбываецца, але я пра гэта падумаю 3 секунды, што мне цікава. А потым я пайшла займацца сваімі справамі, у мяне неяк няма рэсурсу і матывацыі штосьці пісаць гаспадыні, штосьці высвятляць, прасіць мяне пазнаёміць з суседзямі, неяк у іх пацікавіцца, што там з тымі пацушкамі, а ці сапраўды трэба іх труціць, ці можа я іх сабе забяру. Я таксама жыла ў доме некаторы час, дзе вось большасць кватэр былі менавіта арэндныя. І прычым людзі арендавалі іх там на паўгады, яшчэ на нейкі час, то бок на вельмі невялікі тэрмін. І ў выніку ты сутыкаешся сітуацыя, што дакладна людзям нічога не трэба. Што рабіць у такой ситуации, калі у вас такая заўсёды зменная тусовка, не поспели познакомиться с соседями, у вас уже все соседи съехали, новые приехали. Тут же опять вопрос, зачем знакомиться, да, то есть типа знакомство, разные знакомства, оно чаще всего как бы такая странная история. Для меня это про история про твои шторы.
Это про то, как мы относимся к тому месту, в котором мы живем. Я, например, когда заезжаю на съемные квартиры, то в первую очередь я там переклеиваю обои, перекрашиваю стены и устраиваю все так, чтобы мне было комфортно. Когда нет ничего более постоянного, чем временно, и чаще всего вот как раз-таки это про съемные квартиры. Поэтому я стараюсь сделать пространство, в котором я нахожусь, даже если я в нем буду находиться там несколько дней, уютным для себя. У меня, например, так знакомая возит с собой картину и свечи, у нее очень много перелетов и переездов, но она как только заселяется в гостиницу, у нее сразу появляется картина на стене и свечи вокруг. Вот, это про то, как мы относимся к пространству вокруг, наверное, это про нашу культуру, про наши привычки, и с этим тоже можно работать. Если тебя все устраивает, да, как ты говоришь, у тебя там есть прибиральщица, которая убирает все, подсучков нема, трава косится вовремя, ну, конечно, у тебя нет потребности знакомиться с твоими соседями, потому что все решается, у тебя нет такой задачи, а общения тебе хватает там с твоими друзьями. Это типа окей. Тема того, что людям ничего не нужно, для меня это скорее такая наша ошибка, знаешь, как-то обобщение, потому что, ну вот, условно, если бы ко мне пришли и спросили, даже когда я живу в съемной квартире, мне это интересно, я в такие штуки вовлекаюсь, для меня это скорее способ какой-то самореализации, наверное, в какой-то степени, потому что сообщества, они вообще предназначены для того, чтобы мы могли себя реализовать в социуме, то есть это такая миниатюрная школа того, как мы можем проявляться, вот, и вот эта тема там с волонтерством, например, каким-то полезным действием, которое я могу предпринять, для меня она не сильно напряжная, но удовлетворяет какие-то мои потребности, это окей. Поэтому, мне кажется, не нужно бояться арендных квартир. Чаще всего там достаточно отзывчивые люди сидят, которые, ну, как бы живут, которые готовы включаться в общую движуху. Просто их никто не спрашивал, потому что все думают, что, арендная, значит, не нужно. То есть я, например, наоборот, встречала случаи, когда жильцам арендной квартиры было интереснее включаться в общую движуху, нежели там хозяевам этой квартиры. Тут опять мы сутыкаемся в цели, зачем, і каким образом мы друг з другом знаёмімся. Ну ведаеш, таксама ж хочацца, каб было як у амерыканскім фільме, калі ты заязджаеш у свой новы дом, бярэш гэты пірог з яблыкамі і ідзеш па суседзях, знаёміцца, і вось вы пазнаёміліся, мяне ўключылі ў нейкае кам'юніці, і мы разам ходзім па нядзелях у нашу пратэстанцкую царкву. Але ў нашых шыротах чамусьці яно так не працуе. Не працуе, потому что не было опыта, наверное. Может быть, нет культуры такой, да. Но у меня есть друзья, которые, когда заселяются, они пекут пирог. Мы, собственно, вот в Боровлянах мы так тоже раззнакомились. У меня соседка, реально, она испекла пирог, пришла, постучала, сказала, у нас пирог, приходи, будем знакомиться. Ну да, у нас это не популярно, потому что мы не видели такого опыта, и мы не знаем, а что, так можно? Ну, на самом деле можно. Это не значит, что мы не можем начать, то есть, что мы не можем быть первыми людьми, которые начнут показывать пример, что можно ходить с пирогом, знакомиться и формировать это комьюнити добрососедское. Ты ведаеш, я подумала, что я ўжо не жыву ў Беларусі пэўны час, але калі мне хтосьці грукае ў дзверы, у мяне ўсё адно першая рэакцыя скінуць налады на тэлефоне на камп'ютары і схавацца пад шафу. І мне падаецца, што ў нашых цяперашніх умовах пайдзі пахадзі па тых кватэрах, ніхто табе асабліва не будзе рады. По-рознаму, часцей за ўсё так. Поэтому можно начать с кого-то, кого ты уже на улице приметил. Ну, чаще всего мы все равно встречаемся в подъезде с какими-то людьми, все равно мы там хотя бы пару человек, но мы знаем, кто в какой квартире живет. Можно начать вот с такого безопасного пространства, которое, то есть безопасных людей, которых ты уже хотя бы видел или видела. Постучался, раззнакомились, и можно вместе походить, да. Ну, то есть, если страшно, не нужно. То есть, в текущих условиях точно не нужно. Но хороший способ для знакомства, кроме как с пирогом, я же говорю, когда приезжает экскаватор. Вот у меня был пример в прошлом году в одном из районов города. У них был капремонт двора, ну и соседи просто вышли на улицу, и им пришлось друг с другом познакомиться, потому что нашлась одна женщина, которая смогла ой, а смотрите, а вот у нас вот это, а давайте обменяемся контактами. Это старый двор, они создали вайбер-чатик, стали общаться, кто-то оказалось, что у них там юрист, кто-то оказалось, что у них может там просто покараулить на улице. Таким образом, они отстояли свой двор. То есть у них сформировалось ядро, вот эта команда, и они ходили и в ЖЭС, и в исполком, и на встречи с депутатом, и писали разные обращения. Они ходили к проектировщикам, предлагали, формировали альтернативные свои предложения по этому капитальному ремонту. И им удалось часть задач порешать и сделать, то есть ремонт таким образом, как им нужно. А именно сформировать свою позицию и ее отстоять. Да, не полностью, но такие вот маленькие шажочки. Это все получилось. Да, было очень страшно.
но по-другому, ну, то есть нет волшебной таблетки, а как по-другому. Ты ведаеш, мы с тобой прыйшлі до таго, што ў прынцыпе усе гэтыя суседскія супольнасці яны збольшага патрэбныя, каб вырашаць нейкія праблемы і задачы. А я яшчэ чытала, што у дамах, дзе ўсе суседзі больш-менш знаёмыя, нашмат менш праблем кшталту таго, што карацей ніхто не пачынае свердлаваць, гучна слухаць музыку, іграць на піяніна ноччу, калісьці яшчэ. Але калі я была яшчэ малая і жыла ў маленькім гарадскім пасёлку, зразумела не тое, што ўвесь дом быў знаёмы, там усе былі знаёмыя, у прынцыпе, адно з адным. І вось у нашым доме нікому не замінала гучна сварыцца, лаяцца разам з сабакам, граць на гітары абсалютна ў любы час сотняў. І наадварот, мне падаецца, у нашай сітуацыі было неяк страмнавата пайсці да суседзяў, якіх ты ведаеш, і сказаць, што ў цябе ёсць нейкія прэтэнзіі да іх, менавіта таму, што ты іх ведаеш. Гэта ж Люда і Саша, ну падумаеш, пайгралі яны на фортапіяне 10-й дзень запар ноччу. Ну ладно, гэта ж нашыя знаёмыя. Не веду, нейкі сорам такі пачынаўся. Ну вот, тут, мне кажется, больше такие, знаешь, вопрос психологических наших восприятия, да, то есть это вот этот стыд, или где-то страх, потому что это Саша и Люда, там они могут потом, извините, и в лицо дать, если ты пойдешь и постучишься. Это нормалёво, то есть это как бы такой вопрос самосохранения. Ну, слушай, у меня тут, наверное, нет никакого ответа с волшебной таблеткой. Все по-разному, везде разные отношения и разные люди, и мне кажется, это скорее про культуру, которая есть у людей и которую мы транслируем, да, и если типа вот есть вот этот вот дом, маленький поселок, и вот принято здесь вот так, ну да, тут сложнее. И очень сложно быть тем первым человеком, который будет начинать менять эту культуру. Хотя бы показывать, а что можно по-другому, а что давайте договоримся. Или, А с другой стороны, может быть, не договоримся, а давайте вызовем милицию. Выключым міліцыю, у нас, напэўна, 3 міліцыянеры жылі ў тым жа пад'ездзе. Таму гэта той самы момант, калі міліцыя ўжо тут, і яна ўвесь час тут. Ну, это, к сожалению, такой вот образ жизни, да, когда никому ничего не нужно, мы каждый сам по себе, но я искренне верю, что это можно менять. Опять же, у меня очень ограниченный опыт, но мне почему-то кажется, если рассуждать, что, может быть, с городов даже так сейчас чуть легче начинать менять эту культуру, чем с деревни, потому что там вот очень устойчивые такие традиции, очень вот этот вот страх, стыд, а что люди подумают, он как бы слишком въедливо живет в людях. То в городе мы уже чуть более свободны в этом отношении, да, мы уже как бы больше в теме какой-то самореализации, может быть, каких-то психоштук там про себя узнаем, что-то где-то. А ці ёсць такі эфект, што калі ты жывеш у нейкім пэўным асяроддзі, то ты сама пачынаеш сябе паводзіць як гэтае асяроддзе. Не веду, напрыклад, калі ў мяне ў пад'ездзе чыста, я туды не буду, вядома, кідаць ніякае смецце. Ну, я ў любым выпадку не буду, але калі там прям чысты пад'езд, то я нават ногі вытру перад тым, як туды зайсці, каб нічога не забрудзіць. У той жа момант, калі ў мяне пад'езд не вельмі чысты, то я ногі ад снега абтрасаць таксама пры ўваходзе не буду, таму што якая розніца. Там усё адно брудна. Не уверена. Я сейчас вспоминаю примеры наших новостроек, когда сначала это чисто, но там через пару лет это превращается во все грязно. Оно же тоже не само по себе и не потому, что там уборщица пропала. Это скорее, опять же, мы возвращаемся к тому культуре поведения людей, о том, что нет понимания, что вот это общее пространство, что оно в том числе мое. То есть это чьё-то чужое, меня это не касается. Это скорее вот из этой серии. Поэтому, да, первое время мы будем стараться там не мусорить, не портить и все. Но, с другой стороны, если нет вот этого ощущения причастности и ощущения владения, что я за это хоть как-то ответственна, за это общее пространство, то тут, наверное, других вариантов не будет. То есть это будет всегда такое отношение, типа, ай. То есть если, да, ты воспитанный, ты будешь всегда доносить свой окурок до мусорки, это как бы одно, а когда тебе, типа, вообще просто пофиг, то бросил и бросил. Неважно от того, что ты тут живешь. И мы опять возвращаемся вот в эту, знаешь, там, образовательную тему, в развитие нашего общества, да, в гражданское участие, понимание ответственности за то, что мы делаем. Ну, то есть это такие глубокие пласты, с которыми, на мой взгляд, важно и нужно работать. Собственно, я этим занимаюсь. Но как это на бытовом уровне вот прямо сейчас менять? Опять же, показывать пример, свой пример, не надеяться на то, что он сработает сразу, да, то есть как бы без вот этих высоких ожиданий, что тут же сразу все поменяются. Может быть, где-то написать там, не знаю, объявку какую-то, рассказать вообще, что вообще-то это общее пространство, вообще-то вы за это деньги платите, вообще-то, если это будет испорчено, то с вас снимут еще больше денег. Ну, то есть на какие-то такие болевые точки подавить на соседей немножко, показать им вообще вот эти причинно-следственные связи, почему им это будет дороже, если они там не будут следить за этим общим пространством, например. Ты ведаеш тое, што ты расказваеш, мне нейкім чынам нагадвае ўвогуле выхаванне вельмі малых дзяцей. То бок, як з 5-гадовым дзіцёнкам. А вось з вуліцы прыйшлі, трэба памыць ручкі, а не трэба смецце
смецце выкідаць на падлогу, трэба ў сметніцу. І тут, падаецца, усе дарослыя людзі, але ім нейкія такія простыя ісціны кшталту таго, што не трэба курыць у пад'ездзе, выйдзі на вуліцу. Гэта ж, падаецца, ўсё проста. Усе, ведаеш, хадзілі ў адны і тыя школы, усім адно і то же распавядалі, а ўсё адно як бы эффекту няма. Но я не уверена, что это заслуга детских садов и школ, потому что, мне кажется, в текущей ситуации там другие задачи стоят. Там как раз-таки задача создания послушных граждан, которые не будут высовываться, у которых нет своего мнения и которые не могут отстаивать этого мнения. То есть, на мой взгляд, система построена именно таким образом. И когда ты говоришь, да, что там про воспитание детей, и потом взрослые, это скорее история семьи, на мой взгляд. Либо пример там близких каких-то людей, которые могут тебе подсказать, да, что нужно мыть руки, что не надо выбрасывать мусор. Но опять же, на мой взгляд, как я живу, мне всегда очень важно понимать, почему. Если ты мне скажешь, что просто не нужно выбрасывать мусор, мне окей, тебе не нужно, ты и не выбрасывай. Но когда ты сможешь достучаться до меня и объяснить, почему мне это должно быть важно, то есть каким образом это на меня влияет, как это задевает мои какие-то интересы, то это другая тема, и тогда я могу над этим задуматься и, может быть, потихоньку начать менять свое поведение. Да, это сложные процессы, так есть. Мне хочется призыв такой сформулировать, да, что учитесь модерации, учитесь фасилитации, организации этих общественных обсуждений каких-то. То есть я надеюсь, что мы придем к той стране, когда мнение каждого нужно будет учитывать. Это не случится само по себе, без наших усилий. И если есть такой интерес, есть такие потребности, и мы видим, что это нужно, то это может быть наш вклад в формирование этого другого, нового общества, какого-то новой культуры в этом обществе, да, когда мы можем друг с другом договариваться, формулировать свои ценности, когда мы можем вместе думать о том, что мы хотим, и брать на себя ответственность за то, что происходит вокруг нас. Начиная с этого локального минимального уровня, с уровня нашего подъезда, и заканчивая уже тем, а за кого мы голосуем на выборах и почему мы за них голосуем, да, основываясь на том, что это просто красивый человек, или потому что мы понимаем, какие ценности он отстаивает. Скорее подумать, где наша роль, где мы готовы взять на себя ответственность, и копать в этом направлении. Сейчас хорошее время для того, чтобы учиться. Опять же, есть очень много материалов, допустим, по формированию добрососедских сообществ, по формированию таких районов, общественных пространств. Я рекомендую, например, Свята Мурунова, это российский урбанист, мне очень нравится его подход. Из белорусов мне очень нравится подход в работе с сообществами Михаила Волчика, то, что он транслирует, то есть там тоже ценностный такой философский подход. На мой взгляд, любой подъезд — это отражение нашего общества, поэтому есть над чем работать. Файна, дзякуй табе шчыра, і я лічу, што калі вам не хочацца чытаць матэрыялы, можаце прынамсі слухаць наш падкаст, на які зараз трэба падпісацца, паставіць лайки, зорачкі, усе астатнія прыемныя адзнакі. Наташа, на што-нибудь з твайго трэба падпісацца? У нас есть подкаст также, там немножко тоже про сообщество, можно будет послушать. Спасылка будзе ў апісанні. Пачуемся. Уважаемые пассажиры, памятайте, вы обязаны оплатить проезд. Набывайте проездные билеты до начала поездки.